Мне не хочется долго обсуждать это чаепитие, но некоторые слова я скажу. В этом видео, которое мне прислали, есть и разговор про оружие героев чеченского народа. Если это даже так, то это оружие не их героев. Это оружие героев, которые отдали свои жизни, воюя против убийц чеченского народа. То есть героев чеченского народа. Оружие предателей, собравшихся на этом чаепитии, может быть только револьвер Мазлака Ушаева, предателя чеченского народа, который убил из него чеченского оружейника, притом еще сказав: «Вот пистолет, который сделали русские». В этом видеоролике говорится еще, что в Европе в честь 70-летия марионетки Кремля Ахмада Кадырова называют улицы, проспекты, площади, мосты и парки. Даже говорят, что эти страны сами заявили об этом, что хотят назвать их в честь Кадырова. Нет такого здесь и не может быть вообще. В Европе и в других цивилизованных странах власти этих стран знают, что из себя представляет пророссийский режим Кремля, установленный Путиным на крови чеченского народа, что именно из-за их преступлений, давления и притеснения на народ чеченцы бегут со своей родной земли и бегут семьями. А тем, которые остались под их гнетом, им приходится сегодня выживать. Еще говорится в этом видеоролике, что объявляется конкурс. Кто лучше нарисует чеченского падишаха, тому дают денежную премию – 500 тысяч рублей. И нет у них никакой скромности. Я представить себе не могу, чтобы лидеры чеченского народа, которые были убиты, воюя против российских оккупантов, требовали бы от людей рисовать свои портреты, вешать их, называть в свою честь улицы, населенные пункты, раздавать подарки тем, кто прочитает стихи в честь Путина, который убивал чеченский народ. Но эти такое могут. Потом им еще и не нравится, когда их называют своими именами, то есть предателями. Немного досталось и нашему волку, который изображен на гербе Ичкерии. Они любят оскорблять Ичкерию и ее атрибуты, так же, как любят оскорблять людей, а из себя строить героев. Кстати, про волка скажу. Волк символизирует свободу, а не рабство и покорность. Так что это наш герб, а не ваш. Ваш герб – непонятное, двуглавое и несуществующее в природе существо. А также у чеченцев не принято присмыкаться перед другими людьми, кто бы он ни был, что мы видим в ваших видеороликах. Одно подхалимство, громкие слова и сказки о своем героизме, а также прямые оскорбления и угрозы в адрес других людей. Это ваша система, построенная на крови чеченского народа ради Путина и его интересов.